Прогноз обещал снег в паре с град, да еще при солнце. Градины 2-3 миллиметра. И солнце вовсю светит. Нормальная весенняя погода. Ну что, Валерий Батькович, Вася поехал вторым рейсом за грузом, который он собирается использовать на охоте на гусей. Ему туда-сюда часов 6 минимум уйдет, я так думаю. Может даже и больше. Это я к тому, что время пока есть, я сбегаю, посмотрю, открылись озера ото льда, освободились или нет. Ты пока высохнешь. У меня патроны в мешке, который Вася должен привезти. У меня 2 патрона, только, надеюсь, хватит 2 патрона. Ты так многозначительно замер. Думаешь, там миллион уток? Хотел что-то умное сказать, да застеснялся. 2 патрона. Не знаю, я так-то думаю, что во льду озера, но хер его знает. Какие-нибудь курьи все равно растаяли, наверное. Да, в том-то и дело. Так, ну ладно. А до кути ведра привезу. Ну, не скучайте, я пошел. Так, температура плюс 7,5 градусов. Я говорю, жара, блин, солнце светит. Лодка, конечно, постарела. Вода стала попадать. Ну да ладно, работает. Поехали кататься. Ну что, все? Все так, все, значит, вылазим. Вот это положение называют ни рыба, ни мясо. И плыть не особо, и идти не особо. Ничего. Не боги горшки обжигают. Блин, глубоко тонешь. Блин, засасывает. Тащить, пожалуй, тяжеловато. Идем на компромисс. Здесь мы проведем, а по болоту мелкий ветер до сюда дотащу. Подумаешь, пару раз скажу. Нам не страшен ни вал девятый, ни море вечной злоты. Ведьмы, ребята. Ведьмы, ребята. 53-й, 4-й. Половина. Ну, капитально. Водичка тут, край леса, больше колена. И засасывает ее тоже хреново. И холодно. Ура! Сухое место. Ну что, вы ждите, скоро приду. Посмотрим озеро сутками, есть они там или нету. Ехал на лодке к концу дороги. Худо-бедно несколько десятков километров проехали. Замерз. Даже легкая дрожь стала пробивать. А тут 300 метров прошел и в пот кинул. Блин, кошмар. Жарко. В разных условиях надо по-разному и одеваться. Так, у нас задача посмотреть озеро. Лед растаял или не растаял еще. На реке больно много уток. То бишь озера могут быть закрыты. Если вот эти жалкие ошметки снега снегом не считать, можно сказать, снег растаял. Неделя прошла после ледохода, а зимой вообще мало снега у нас выпадало. Крым снегом заваливало, а у нас слева, справа по карте снегопады нас обходили, а у нас снега нету. Даже не знаю, это хорошо или плохо. Сильно вряд ли хорошо. Ну, вот это, можно сказать, сугроб снега увидел. В высоком лесу, согласен, снега практически нету. Но это я зря поспешил заявить, что его вообще нету. В низинах-то вообще дофига тут его.
Местами прилично дофига. Старый след лося проходил относительно недавно. Так, ну что, проверка связи. Валерий, ответь. Да, нормально слышу. Я на ловичаяк. Значит, ловичаяк хорошо держит. Ловит. Хорошо. Иду к озеру. Немножко посидел и понаблюдал за стайкой хохлатых стерней. 5 мужиков, 1 самка. Похрапели немножко, поплыли, стали кормиться. Причем один самец размером маленький, его остальные 4 все время отгоняют от самки. Показывает своим видом, что недостоин, мелочь пузатая. Ну, подплывать не захотели, до них 80 метров. Ладно, замерз. Пойду домой. 6 часов прошло. Заговорил, и стайка поплыла от меня. О, какой-то звук. Может, даже Вася. Идем к причалу. Озеро для уток отличная кормовая база. По реке что летают, их, конечно, там больше, но там просто в случае чего убежать легче, спрятаться легче в кустах, залитых водой. На озере для уток один минус. Еще стоит лед, но он только посередине. По краям достаточно много места. И прилично уток на этом озере. Я за гоголями стал следить, шевелиться биноклем, камерой. Улетели. Так что самое отличное место охотиться на уток — это на озере. Там, где открытые места. Посидеть, сами прилетят. Похолодало заметно. Замерз. Приближается звук моторной лодки. По времени должен быть Вася. Сейчас посмотрим. Это другие. Валерий, ответь. Здесь я слушаю. Я вышел к болоту, услышал моторку, вернулся, думал, Вася по времени. Васи нету, давай поужинаем. 6:30. Это кашу мне варить, да? Да, кашу сварим. Всегда каша пища наша. Первый сорт пойдет. Так, ну тут явно не до съемок. У меня 2 руки, а 3 детали. Вместе я это не возьму. Не. Ой. Пойдем так, без съемок. Ну что, за родину. Ой. Ой-ой. Ох ты, ни хрена себе. Местами приличная глубина. И сейчас засасывает. Засасывает, будь здоров. Ура! До лодки дошел. Прошел болото, и снова моторка слышно поднимается. Вася или не Вася? А то ходить по болоту, ой-ой. Сегодня пятница. После работы народ может и на охоту катить на своих лодках. Сейчас по звуку посмотрим, напротив остановится или нет. Ух, опять болото толкать. Это как-то кто-то по-странному едет. Большая вероятность, что не Вася. Сейчас останавливается. Вода прибавилась, что ли? Ни хрена себе. Надо пас поставить.
Что-то, кажется, воды больше стало. А что я иду? А что я не плыву? Ой, застрял. Приехали. Как говорится, ничего не предвещало беды. Делаю второй рейс. Такой заехал в гараж, собрал собак, машину посадил. И там что-то надо было закрыть или что-то. Подхожу к машине, собака хлоп, центральный замок закрыла, ключи в машине. И начал я танцевать танцы с бубном. Вот эти балбесы закрылись, им жарко. Одно окошко чуть-чуть приоткрыто, еле-еле не опускается. Пересмотрел интернет, в ютубе там подсказали, согнул проволочку, поднял его, вот эту шпильку. Ну, минут 40 потратил. Сейчас он на закате уже возвращаюсь в избу. Короче, не оставляйте с собаками ключи в машине. Очень плачевно может все закончиться. Ты закрыл машину? Или ты? Не признаются? Ничего, доедем до избы, там расскажут пускай. Так, ну сейчас точно Васю встречать иду. О, мы его раз услышим, а он нас только в упор услышит. Так, ну, Васины собаки появились. Значит, и Вася где-то близко. Ой, 5-й раз это болото сегодня пересекаю. Как белые собаки видны на фоне леса. Задний щит вон тоже начал рассыпаться. Ну что, попали под закат солнца. Как раз с этого дня уложились. Да, капитально. Вася собрался на уход. Ужас. Ну, полыны наши с дядей Валерой. Ни хрена себе, ты уже тренируешься? Ну так надо, че. И сквозь кряги проскакиваешь. Офигеть. Офигеть. Да, и можно сказать, я поверил, что ты не зря взял. Однако. Если честно, я сначала с недоверием, что ты сани снегоходные взял таскать по Я болоту. сам не верю. А ты так в легкую полез, что самое главное. Вверх поднимать, да, они тяжелые, а за собой тащить-то они-то катятся. Ага. Ничего страшного. Ну, Думаю, тот груз, который я с собой хочу взять, думаю, дотащу. я сначала так сомнений взял, а сейчас что-то думаю, сможешь.